Добрый день, меня зовут Сергей Санхядов. Мы привыкли к тому, что многие из нас понимают все, что другие говорят по-бурятски, но не говорят сами. Но сегодня я хочу поделиться своим опытом нахождения в обратной ситуации. Когда я научился строить предложения на бурятском языке, преодолел страх говорить с акцентом, но не мог вести полноценный диалог просто потому, что не понимал то, что мне говорят другие. Причем это происходило даже в тех ситуациях, когда мой собеседник, как оказывалось впоследствии, использовал в своей речи хорошо знакомые мне слова. Это было для меня проблемой ровно до тех пор, пока я четко не разделил для себя два отдельных навыка. Способность говорить самому и способность понимать то, что говорят другие. Нюанс в том, что в устной речи паузы между отдельными словами не делаются. В отличие, к примеру, от письменных текстов, где каждое слово отделено пробелами. Более того, сливаясь в единое целое, слова начинают влиять на произношение своих соседей. Возьмем, например, простое предложение на русском языке «я пришел из школы». Для неподготовленного человека оно будет звучать как единое целое, поскольку мы не говорим «я пришел из школы». Более того, предлог «из», сливаясь со словом «школы», начинает звучать как «из». Звук «з» пропадает. В отличие, к примеру, от словосочетания «из дома», где он звучит классически. В бурятском языке то же самое. Самый распространенный пример – приветствие «сэмбэна». Звук «н» в конце слова «сэн», соприкасаясь с первым звуком «б» слова «бн», начинает звучать как «м». В результате получается «сэмбэна». Таких типовых ситуаций в бурятском языке не так много, а понимая общую логику, уже гораздо легче вычленять отдельные слова в общем потоке речи. Но, конечно, без практики здесь не обойтись. Все-таки навык восприятия речи на слух – это гораздо более практический навык, чем построение собственных предложений. Поэтому для того, чтобы его обрести, нужно просто наслушать определенный объем бурятской речи. Но в этом вопросе, как и в любом другом деле, можно и нужно находить наиболее короткие пути. Например, если слушать новости на бурятском языке, то толку будет очень мало. Во-первых, потому что журналисты говорят еще быстрее, чем это делают носители языка в обычной жизни. Во-вторых, потому что новости не приносят положительных эмоций. А это очень важно в процессе обретения языковых навыков. Поэтому всем, кто желает совместить приятное с полезным, рекомендую смотреть анекдоты на бурятском языке. Мне лично очень помог проект Хошун Зуга, который легко найти в YouTube. Первые выпуски идут без субтитров, и в этом смысле представляет наибольшую ценность, поскольку пытаться наработать навык восприятия речи на слух, просматривая видео с субтитрами, дело неблагодарное. Когда я начал свое знакомство с первым диалогом этого проекта, то многое мне было непонятно. Тогда я решил записать все те слова, которые я слышу четко, а вместо тех слов, которые я недостаточно четко расслышал, оставить пробелы. После этого я прослушал диалог еще несколько раз и непонятые мною слова записал так, как я их слышал. Часть из них мне удалось привести в словарную форму и найти их перевод в словаре. Но у меня все равно осталась часть слов, которые я слышал недостаточно четко для того, чтобы найти их перевод в словаре, даже подбирая разные варианты. И вот именно на этом этапе я обратился к знающему человеку, который помог мне с оставшимися словами. Такой подход позволил мне прочно усвоить новые слова и выражения, а самое главное – легко слышать и распознавать их в следующих диалогах. В конечном итоге я обрел навык дробления речи на отдельные слова, и этот навык стал применяться в обычной жизни. Я хорошо заметил произошедшие изменения. У меня было такое ощущение,
как будто я загрузил в себя программу распознавания бурятской речи. Так что рекомендую всем, кто желает прокачать свои навыки восприятия бурятского языка на слух, попробовать этот алгоритм на примере проекта Хошунзуга. Если же вдруг рядом с вами не окажется человека, готового помочь с непонятными вам словами, то задавайте вопросы прямо в комментариях под этим видео. Дахим Узатраберте.